Сотни людей со всей республики собрались сегодня во дворе дома семьи Эльджиркиевых, желая выразить соболезнования и поддержку родным и близким погибших братьев Ибрагима и Абдулахмеда. На похороны пришли и многие коллеги Ибрагима Эльджиркиева, бывшего руководителя Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия. Отличный руководитель, во-первых, отличный друг, хороший руководитель, как я уже сказал, целеустремленный, непримиримый борец с экстремистами, террористами, настоящий патриот своей родины. Кому он может быть выгоден его смерть? Только тем, кто против того, чтобы в республике был мир. Родственники, друзья и знакомые погибших братьев до сих пор не могут поверить в случившееся. Все, кто пришел на похороны, отмечают, что Ибрагим Эльджиркиев был хорошим другом, настоящим офицером и истинным сыном своего народа. У полицейского осталось 3 детей. Трагическое событие произошло на прошлой неделе в Москве, на дворовой территории по улице Академика Анохина. На этих кадрах видно, что некто в красной куртке подходит к машине и производит не менее 10 выстрелов в обоих братьев. Задержать преступников по горячим следам не удалось. Следственными органами Москвы было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Узнав о случившемся, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил соболезнования семье погибших. Выражаю глубокие слова соболезнования семье погибших. Я уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме, как о настоящем офицере, непримиримом борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе. Глава региона также выразил уверенность, что руководство МВД России приложит максимум усилий для раскрытия этого преступления, а коллеги из Ингушетии, в свою очередь, окажут необходимое содействие. Начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджиркиева и его брата похоронили на родовом кладбище в селении Альтиево. Это циничное преступление не останется безнаказанным, уверены все, кто заняты его расследованием. В целях оперативного восстановления полной картины произошедшего уголовное дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.